Автобус от Нижнего Новгорода до Арзамаса идет около 3 часов. Но мы попали, это был конец марта, там внезапно выпал снег. Снега выпало столько, что крыши домов были закрыты, до крыши. То есть его очень много было. И автобусы шли 9 часов от Нижнего Новгорода до Дивеева. То есть очень сложная получилась дорога, мы очень долго в этой дороге были, тяжело получилось. И приехали мы ночью. Ночью, это было, наверное, часа 4 утра, мы вышли в чисто поле, и везде снег вот так по грудь. То есть мы отошли буквально, а там непонятно, где дорога, где что, потому что просто чисто поле, все засыпано снегом. И провалились такую. Да, в общем, как-то... Прямо как в «Капитанской дочке». Да. В общем, добрались мы до храма Казанской Божьей Матери, где там тогда паломники останавливались. Уже к 5 утра добрались. Да, потому что там по этому снегу, по этому бездорожью, там оказалось очень сложно добираться. Нас туда опустили, мы там немножко посидели, и, по-моему, 5:30 их выгоняют, это уже храм закрывают, и уже на службу в основной храм. И там я 2 недели жила, выцерковлялась потихоньку, там источники эти окунулась, уже конечно лучше стало. Но главное, я там подготовилась к причастию, у нас там была хозяйка, которая помогла, она была верующая женщина, церковленная, в общем, она помогла. Я первый раз на самом деле так полноценный, то есть до этого у меня были исповеди, но они были такие, в общем, спонтанные, не очень с таким пониманием. А тут она помогла полноценно подготовиться, я причастилась, исповедь там была такая на нескольких листах. Да, и потом я пособоровалась. И после этого мне стало значительно лучше. То есть я поняла, что я могу жить как-то и дышать. Но была проблема, что делать дальше, как жить дальше, потому что это уже 90-е годы, начало 90-х. Живопись никому не нужна, искусство никому не надо. Людям не до этого, люди выживают. То есть чем заниматься вообще, как жить? И главное, что смысл потерялся. То есть зачем заниматься живописью, это никому не надо, да? То есть для чего, собственно говоря, тогда я училась столько лет, столько там усилий приложила. А так получилось, что хозяйка наша квартирная, она, поскольку я художник, говорит: ты художник, напиши мне икону Ксении Блаженной. Тогда же проблемы были, икон не было, литературы не было, то есть еще тогда даже печатных это была проблема. Все, что было, на Арбате распродавали иностранцам. То есть даже бумажные эти иконы, это была проблема, их просто не было. Это все было, всего не хватало. Но я уже, так сказать, как-то там немножко так подковалась, мне уже объяснили, что без благословения такими вещами заниматься нельзя, я пошла брать благословение. Подхожу к одному священнику, он говорит: нет, такие вещи с духовником решаются. Я так стою, пишу, а что делать-то? Куда идти? Тут подлетает ко мне Владимир Шикин, о нем даже книжка потом выходила. Он тогда только его руку положили, он еще 40 дней первые служил, весь такой светлый, какой-то радостный, солнечный. Что стоишь? Я говорю: да говорю, объясняю ситуацию. Он говорит: проблема. Езжай, говорит, сначала он хотел меня так: ты где, говорит, живешь? Я говорю: в Питере. Он: в Питере нет, в Питере тебе не надо, нет, это не надо. Езжай, говорит, в Тверь. Езжай в Тверь, там у меня есть, такой очень хороший человек, Андрей Запруднов, у него школа, езжай в эту школу, тебе телефон, езжай. Я говорю: так у меня родители мусульмане. Говорит: Господь управит, и улетел. И, в общем, как-то так и получилось, что я приехала домой, позвонила Андрею Запрудному, он сказал: приезжайте. Я приехала, посмотрела, мне все понравилось. Говорит: у нас занятия, говорит, а я приехала уже летом. У нас, говорит, занятия в октябре. С начала октября начинаются. Или в сентябре, можете в конце сентября, или в октябре приехать. Действительно, как-то Господь управил. Я не стала родителей, конечно, ставить в известность, куда именно я еду. Сказала просто: ремесла, школа ремесел народных. Потому что они, конечно, не сразу приняли это все эти перемены, постепенно как-то так пришли к пониманию. Но все-таки в итоге... Пришли, да. У нас с мамой сейчас, папа-то уже умер, конечно, а мама, она даже какие-то книжки покупает, читает там по иконе. Она, конечно, креститься она не хочет. Вместе живете? Да, мы живем вместе, но она помогает мне то есть она очень, так сказать, гордится моими работами. То есть как-то, в общем, нормально, мы очень мирно существуем, без каких-то проблем. С поставлением, в принципе, проблем нет никаких.
очень спокойно существуем, без проблем, без всяких, в общем-то, и мама помогает там и постную пищу готовить, то есть, ну, как-то бесконфликтно. Ну, в этом смысле действительно, ну, у татар проще всего. Татары, ну, они, ну, особенно питерские татары, допустим, московские татары, а это огромные диаспоры, очень-очень большие. Они очень, ну, как сказать, то есть, ну, вот, очень-очень свободно и мирно живут с русскими. Да. Ну, я не могу сказать, что как бы сначала было просто, потому что, конечно, сначала было неприятие. Сначала было неприятие, было, в общем, даже и конфликт как-то был, то есть как-то так родители не приняли, что это предательство памяти предков. Нет, не, это что, так сказать, что ты предала память предков, что вот все, так сказать, твои там дедушки, бабушки, они были мусульмане, а ты вот взяла, так сказать, и вот это вот, ну, как это вообще это? Ну, как-то вот потихоньку как-то все образовалось. Ну, длительный тоже, конечно, не быстрый такой процесс, но все образовалось. Ну, я думаю, вы сами не шли на конфликт, вы наоборот. Я старалась как-то обойти острые углы, старалась, чтобы как-то это все сгладить и не выставлять все это на показ. То есть я никогда там не молилась на показ, там не иконы выставляла. Это вот когда вот они уже приняли, тогда у меня иконы, в комнате повесили. Так они у меня все закрыто было, чтобы никого не нервировать. Зачем это конфликтные ситуации создавать? Тем более, что у нас отношения всегда с родителями были очень, такие, как сказать, мы любили друг друга и, в общем-то, заботились друг о друге, поэтому, конечно, огорчать их не хотелось. Ну, вот так вот. Ну, вы начали рассказывать, вы закончили на Твери, да, то есть вы попали в Тверь, да. Я в Тверь приехала, тоже так все было непросто, сначала было негде жить, в общем, так, немножко я там поскиталась, потом вот образовалось место, там, раскладушка в артели, там долго на раскладушке жил. Ну, в общем, короче, так все, в бытовом смысле было довольно сложно, но, опять же, этим было интересно заниматься, это было красиво, это было интересно, это было ново. Пришлось полностью переучиваться, потому что совершенно другая техника, совершенно другая технология процесса, вот, совершенно другие приемы, и, конечно, как бы было сложно. Вот. Ну и, конечно, символика. Ну, символика-то это постепенно это все приходило. Конечно, сначала все было непонятно, потом постепенно это все приходило. Там просто даже, ну, это мы все на самом деле прошли, там в духовном смысле сложно было. То есть ты приходишь, и на тебя вот это, то есть ты в самую глубину вот этого православия погружаешься, вот ты фактически, это же служение, ну, оно близко к тому, чем занимаются священники, это служение вот примерно на таком уровне. И на тебя, естественно, начинаются нападки. Естественно, то есть там у всех по-разному, но в принципе очень многие, например, прошли через нападки вот такие, там бесовские какие-то нападки, когда там в тонком сне они приходили, там пугали и так далее, то есть там много чего там всякого такого было. Естественно, там в бытовом смысле было все очень тяжело. Во-первых, это 90-е годы, это голод, это нечего есть, это, в общем, не на что там. Я ходила пешком по Твери, потому что у меня не было денег на трамвай. То есть, в общем, все было очень непросто. То есть кушали мы то, что, ну, у нас в артели нас кормили, то есть у нас был обед, и все, собственно говоря. Но с обеда, если что-то оставалось, те, кто там жили, ну, у нас там несколько человек вот жило, значит, что-то мы могли поужинать. Если нет, значит, только чай. Вот. А утром приходил Слава, наш резчик, он приносил батончик, булочку. Вот у нас был чай с булочкой, с праздником. Ну, белая булочка, праздник. Да, так что так что это такая суровая жизнь, конечно, была. У митрополита Евлогия Георгиевского есть воспоминания, когда они в Берлине. Не читали? Нет, не читала. Ну вот, когда они в Берлине оказались, ну как бы признак того, что жизнь налаживалась, это белая сдоба. Да, картошка жареная, вообще праздник, вообще пир души, так что да. Ну, не просто было. Иногда приходилось ходить на исповедь просто каждый день, потому что иначе ты не мог даже линию нормально прочертить. Настолько это все было плотно связано, вот особенно, это вообще было все очень концентрировано как-то, очень концентрировано, очень насыщенно. У меня вообще такое ощущение, что у нас там год за 3 шел. Мне там Андрей дал работу, посмотреть, как уровень профессиональный, решил, что все достаточно, и сразу кинул меня на работу такую, то есть, которая шла в иконостас. Там внезапно как-то получилось так, что
вдруг открылись способности к реставрации. То есть оказалось, что я чувствую материал, и у меня это получается. Поскольку я могла не только писать, да, то есть я могла там молоток в руки взять, заколотить, приколотить, приклеить, заклеить, там, подправить, подкрасить, то есть залезть наверх, что-то доделать, что-то подрезать, где-то подзолотить. За эти 2 года, пока я там работала, у нас там было порядка 80 иконостасов сделано.